Абхазия приступила к поиску пропавших без вести в 1994 году, когда была создана Государственная комиссия по пропавшим без вести при президенте Республики Абхазия. Комиссия начала составлять базу данных о пропавших во время боевых действий военнослужащих абхазской армии и мирных граждан. Были опрошены сотни свидетелей исчезновения людей, изучены архивные материалы судебно-медицинской экспертизы Сухума и больниц Абхазии. Проводились интенсивные переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без вести или выяснения их судьбы. В Абхазии за период грузино-абхазской войны пропали без вести до 200 человек. В 2011 году в республике начались работы по эксгумации тел погибших с целью их дальнейшего опознания. Таким образом, начала работать программа миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии согласно договоренности с правительством нашей страны. Уже в декабре 2013 года были названы имена первых 7 опознанных бойцов, эксгумированных в Сухуме в Парке Славы. Как и все остальные родители, чьи дети пропали без вести, я лично ждала и надеялась на это. И даже мы издали книгу «Надежда не умирает». Есть такая поговорка, что надежда умирает последней. Но мне захотелось, перефразировать это название и сказать, что надежда все-таки не умирает. И на самом деле так, наверное, получилось, что очень многие из таких же матерей, как я, чьи дети были опознаны. Первая была волна опознана в 2011 году, мы своего опознали в 2013 году. Среди таких же славных бойцов абхазской армии был найден и Арзамет Тарба вместе со своим другом Зураба Магрба, что очень тоже было для нас важно, потому что когда мы опознали своего сына, нам об этом сказали. Мой второй сын, кавалер ордена Леона, Дима Тарба, сразу спросил, а Зураба не нашли? И знаете, это вот, боюсь, сейчас расчувствуюсь. И я как-то сразу, я говорю, извинилась перед ним, сказала, я не спросила. И слава Богу, что он тоже был найден, потому что они вместе были захоронены своими друзьями у Зеленого дома в Ачадарах на подступах Сухума в мартовском наступлении. Но я желаю, конечно, многим, которые еще не обрели, вот эти дети, и их души не обрели покой их родители, чтобы, наконец, все-таки их души были преданы земле, а родители бы успокоились. Международный день пропавших без вести отмечают во всех странах, где есть люди, пропавшие в результате вооруженных конфликтов. Цель этой даты – напомнить всем о тех, чьи судьбы неизвестны, о семьях, которые потеряли и ищут своих близких. Право знать о судьбе родственников является одним из главных положений международного гуманитарного права и прав человека. За 2 года, я сейчас боюсь ошибиться, но что-то порядка 15 останков было опознано, передано семьям, живущим в Грузии, и порядка 2 или 3 останков были переданы семьям на территории Абхазии. В первую очередь, конечно, наша работа она направлена на работу с семьями, кого это горе коснулось. Как я ранее уже говорил, более 2000 случаев, которые ждут ответ. Те люди, семьи, родственники, которые пропали без вести. Работа эта, естественно, многогранна. Она предусматривает как и работу с информацией, в том числе и полученную от семей, от тех, кто пропал без вести, сам процесс экскавации, раскопок, эксгумации останков, их последующей идентификации. То есть это очень большой такой многогранный процесс, который продолжается, и мы будем делать все это со своей стороны. Я, как посланник президента Международного комитета Красного Креста по вопросу пропавших без вести на Кавказе, непосредственно участвую в этом процессе, потому что формат самого процесса необходимо уже видоизменить в плане, чтобы сделать его более стабильным и эффективным, и чтобы как можно быстрее семьи получили ответ на свой вопрос, что случилось с их близкими. За время работы программы было обнаружено более 400 останков без вести пропавших. Останки 44 из них были идентифицированы и переданы семьям в Абхазии. Во время войны без вести пропали не только бойцы, но и мирные жители. В их числе артисты, поэты, общественные деятели. До сих пор остается неизвестной судьба поэта Таифа Ачба. Его
Его и еще нескольких мужчин 9 октября 1992 года группа вооруженных грузинских гвардейцев вывела из многоквартирного дома в новом районе Сухума. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Однако родные имеют право знать об их судьбе. Никто и никогда не отнимет у них надежду на то, что их родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Много лет проходит, прежде чем семья сможет смириться с утратой, даже похоронив родного человека. Это очень скорбный день, но хорошо, что память вечно жива, и мы воздаем почести тем, кто ушел, особенно тем, кто неизвестен в захоронении. Поэтому мы очень большое значение придаем тому, что день существует, действия в поисках существует, и МКК очень способствует этому. К без вести пропавшим нельзя пойти на могилы, им не воздвигают надгробные плиты. Но жители республики чтят их память другими способами. Надпись на небольшом фонтане питьевой воды на набережной Махаджира в Сухуме так и гласит: «Память – единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны». Этот фонтан, созданный скульптором Архипом Лабахуа и установленный на площади у Абхазского государственного драматического театра в 2011 году, единственный в Абхазии памятник людям, о местонахождении которых нет достоверной информации. По задумке автора, это символ: пока в фонтане не иссякнет вода, память о пропавших будет жива. Памятник венчает небольшая бронзовая скульптурная композиция, которая показывает, что некогда ушедшие любимые люди продолжают быть с нами. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.